командор Андре, кавалер Ордена Почетного Легиона. Алавди Устарханов, командор Андре, чеченец, герой французского сопротивления, кавалер Ордена Почетного Легиона Франции. О нем не писали книги, не снимали кинофильмы, спецпереселенцу и врагу народа не полагалось быть героем, кавалером Ордена Почетного Легиона. А о том, что Алавди Устарханов – герой французского сопротивления, на родине знали немногие. Сам же он об этом рассказывать стеснялся. В 1941 году совсем юный житель из Ачхой-Мартана в числе тысяч добровольцев ушел на фронт. Тогда никто не мог знать, что через несколько лет его имя узнает вся Европа и на многие годы предаст забвению Родина. Его звали до войны Алавди Устарханов. Звание командора Андре он получит потом. Он несколько раз убегал из концентрационного лагеря, в который он попал с тяжелой контузией. Натасканные на человека овчарки приводили преследователей к беглецам. Несмотря на пытки и истязания, Алавди убегал от немцев. Очередной побег оказался для многих последним. Только двое смогли убежать – это раненый французский солдат и Алавди. Алавди шел все дальше и дальше, пытаясь добраться до горной гряды, где было бы легче скрыть следы и оторваться от преследования. Он нес на себе раненого товарища, который слабел день ото дня. Ему удалось спасти своего друга и отдать его в руки бойцам антифашистского движения сопротивления. И Алавди остался с ними. Воевал он бесстрашно, на его счету было много дерзких операций. Его имя обросло легендами, и для французского сопротивления он стал любимцем, командором Андре. На мотоцикле он врывался в захваченные немцами населенные пункты, подъезжал к штабу и в упор расстреливал фашистов. Генерал де Голль, президент Франции 1959-1969 года, лично вручил храброму чеченцу орден Почетного Легиона. После окончания войны командор Андре вернулся в Советский Союз и на себе почувствовал, что означает определение «враг народа». Многие его родственники остались похороненными в степях Казахстана, а он сам жил в старом домике в родном селе. Пока о нем не вспомнили. В 1961 году в село пожаловала специальная комиссия из Грозного в составе партийных чиновников и руководства Республиканского комитета государственной безопасности. Они встретились со знаменитым на весь мир и забытым на родине героем. И начался ремонт его дома, облагораживание территории, а также и асфальтирование близлежащей дороги. Всем стало интересно, что же это такое. А причину узнали скоро. Незадолго до этого генерал де Голль на встрече в Париже с Никитой Хрущевым спросил, как поживает легендарный командор Андре. На что Хрущев ответил «хорошо», хотя понятия не имел, о ком он спрашивает. Также генерал передал просьбу товарищей знаменитого чеченца, что боевые товарищи хотят навестить героя. Отказать было нельзя. Вот и пошли такие разительные перемены в жизни Алавди. И вот борцы французского сопротивления приехали в гости к другу и подарили ему новый мотоцикл той марки, на которой Андре ездил на боевые задания. Французы пригласили боевого товарища к себе, когда он их провожал до Грозного. Только вот на обратном пути, переезжая через речку Фортангу, его мотоцикл упал с моста. По официальной версии, Алавди, придавленный мотоциклом, не смог выбраться из воды. А самое трагичное, глубина воды в речке меньше метра. Это была самая нелепая и странная смерть, очень похожая на убийство. Таким образом НКВД, КГБ устраняло неугодных. Русские шовинисты не вынесли, что таким известным героем для Франции являлся чеченец. Это была смерть, которая не смогла затмить его боевые подвиги и славу героя.